Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем, как на пожаре чудом уцелела семья. Отец, вон рассказывает, такой треск, говорит, идет. Уже мы когда встали, уже вовсю пламя. Ночью сгорел дом в поселке Салмачи. Покажем, как на улице Абсалямова пожилой человек попал под колеса иномарки. Пешеход вышел на красный цвет, посмотрел в другую сторону и в мою сторону посмотрел. И кто же ехал на зеленый? Как произошло? Вот он говорит, что на зеленый ехал, я на зеленый ехал. Так вот и произошло. Датсун влетел под КАМАЗ на улице Журналистов. Это и не только. Прямо сейчас. Вовремя заметил возгорание и успел спасти семью. В поселке Салмачи на улице 3-й Зеленой сегодня ночью загорелся частный дом. В это время в нем спали ничего не подозревающие люди. Хозяин услышал сильный треск и успел вывести свою жену, дочь и маленького внука на улицу. В результате пожара второй этаж дома выгорел дотла. Сильно пострадал и первый. Алла Рыкова с подробностями. Ну как молнией сверкнуло, раз-два. Появляться перед камерой хозяин дома отказался. Говорит, не хочет показываться в одежде, испачканной копотью. Да и настроение не то. Огонь уничтожил большую часть нажитого имущества. Люди фактически спаслись чудом. Огонь вспыхнул в 3 часу ночи, когда в доме все спали. Отец, вон рассказывает, что, говорит, я говорю, ты что, по запаху или что? Нет, говорит, такой треск, говорит, идет. Я говорю, это я бужу хозяйку, там это, мол, давай-ка что-то треск. Говорит, уже мы когда встали, уже вовсю, уже это пламя же. Огонь разгорелся так, что тушить его самостоятельно смысла уже не было. Мужчина разбудил дочь и ее 9-летнего сына, и вместе люди выбежали из дома. На улице глава семьи сам вызвал пожарных и скорую помощь. К счастью, она никому не понадобилась. До приезда огнеборцев пламя перекинулось на хозяйственные постройки. Едва не загорелась крыша соседнего дома. Соседи маленькие, это шифер же. Нет, никого не заделал. Там сзади наш же этот курятник говорит. Курятник там маленько задел, и это у них все это сгорело. Это парник полностью. Да, это парник со стороны. Курятники, животные, курицы Были. Были, ничего, живы, слава богу. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание. Справиться с огнем удалось только в 5 часу утра. Дом выгорел практически полностью. Дотла сгорел весь 2-й этаж. Что осталось нетронуто огнем, залили водой пожарные. Жить в нем больше нельзя. Но семья старается не унывать. Главное, что все остались живы. Говорят, первое время поживут у родственников. Надеются, что скоро решится вопрос со страховыми выплатами и дом отстроят заново. Алла Рыкова, Азат Самигуллин, «Вызов 112». Сам шагнул под колеса. Именно так объяснял произошедшее водитель Ниссана минувшим вечером на улице Абсалямова, сбивший пожилого мужчину. Пострадавший пенсионер получил открытые переломы и был срочно госпитализирован. Рамиль Шайдуллин расскажет детали. Все произошло в вечерний час пик на улице Абсалямова. Водитель Ниссана рассказал, что, проехав перекресток, невольно остановился несколько метров спустя. Причина в пешеходе, что неожиданно выбежал на проезжую часть. Пешеход вышел на красный цвет и задел об зеркало плечом, и его немного откинул, он посмотрелся, упал и сломал ногу, похоже. То есть вы уже ехали на зеленый, получается? Я на зеленый ехал, да. Он не посмотрел в мою сторону. Посмотрел в другую сторону и в мою сторону посмотрел и вышел. Мужчина настаивал, что сам ни на кого не наезжал. По его версии, пешеход сам шагнул на его автомобиль. Это подтверждает и сломанное с правой стороны зеркало заднего вида. Автоинспекторы подтвердили, пешеход шел по переходу на красный сигнал светофора. В результате наезда 71-летний пенсионер получил открытый перелом правой голени и потерял немало крови. Нормальное состояние вроде. Разговаривает, ничего. Спокойно себя чувствует. Быстрее собрали, скоро вызвали и увезли его, чтобы быстрее там наложили жгут, гипс там, как положено. Полную картину происшествия предстоит определить автоинспекторам при детальном разборе происшествия. Рамиль Шайдуллин, Айрат Назипов, Азат Самигуллин, «Вызов 112». Сегодня утром в деревне Новый Мусабай Тукаевского района загорелся КАМАЗ. Автомобиль в это время находился в гараже. По предварительной версии, причиной возгорания стало замыкание. В момент, когда все произошло, его хозяин спал в своем автомобиле. 45-летнего мужчину с ожогами госпитализировали в Челнинскую больницу. КАМАЗ сгорел дотла. Металлическая кровля гаража обрушилась. Прибывшие на место службам с огнем удалось справиться не сразу.
Влетел в съехавший в кювет грузовик и погиб. Смертельное столкновение произошло на 750-м километре трассы М7 в Зеленодольском районе. По предварительной версии, водитель «Жигулей» 7-й модели превысил скорость и не справился с управлением. Он вылетел на встречную полосу, где врезался в МАЗ, который незадолго до этого съехал с моста в кювет. Задняя часть фуры оставалась на проезжей части. В результате 57-летний водитель легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте. Ехали перпендикулярно друг к другу и оба пересекали перекресток на зеленый. Именно это утверждают участники аварии, которая произошла сегодня на пересечении улиц Журналистов и Халитова. Там столкнулись Datsun и КАМАЗ. Легковая машина в результате столкновения получила серьезные повреждения. Версии обеих сторон о случившемся выслушала Лина Зинатуллина. Он только загорелся, и я продолжал движение уже на разрешающий сигнал светофора. Водитель легкового автомобиля уверен, зеленый горел именно ему. Он ехал со стороны улицы Журналистов, собирался пересечь перекресток и перестроился в правую свободную полосу. Но внезапно его путь преградил КАМАЗ, который ехал со стороны улицы Халитова. Избежать столкновения было невозможно. От удара сильно смялась передняя часть легковушки. Но водитель КАМАЗа уверен ничуть не меньше, зеленый горел именно ему. Он не признает, я тоже, как я признаюсь, я на зеленый свет. Аргументов в споре оказалось немного. Видеорегистратора ни у одного из водителей нет. Камера на этом перекрестке не установлена. Ситуация спорная такая, но вот с моей стороны есть свидетель, который также остановился, сказал, что мы двигались на разрешающий сигнал светофора. Возможно, именно показания свидетелей поставят точку в споре и помогут решить, кто все-таки виноват в происшествии. Лена Зинатуллина, Алла Рыкова, Азат Самигуллин, вызов 112. Почти 4000 мошенничеств произошло в Татарстане за 9 месяцев. Об этом сообщили сегодня полицейские. Лидером тут является Казань. В столице Татарстана обманули больше 2000 человек. Это только те, кто написал заявление в полицию. За ней следуют Челны и Нижнекамск. Есть небольшие, скажем так, подвижки вперед в плане раскрываемости данных преступлений, но, тем не менее, проблема своей актуальности не теряет. С чем это связано? В первую очередь, наверное, с развитием информационных технологий. Мы отмечаем, что все больше и больше преступлений совершается в отношении жителей республики с территории соседних субъектов, а это, в свою очередь, затрудняет работу по раскрытию данных преступлений. Чтобы стать жертвой, не обязательно встречаться с преступником лицом к лицу. Львиная доля всех преступлений совершается дистанционно, по телефону или через интернет. Вариантов много. Решение одно. Полицейские призывают не терять бдительность, не сообщать незнакомым людям свои личные данные и данные пластиковых карт. Для перечисления денег на карту достаточно знать ее номер. Все остальные данные, как срок действия, секретный код на обратной стороне и другая информация, нужна мошенникам как раз для снятия с нее средств. Как не надо выполнять дорожные работы, почему не стоит использовать деньги вместо карточки и что такое страусиный переполох на оживленной автомагистрали. Далее рубрика «Сплошные проколы». Тормозящие друг за другом автомобили не смутили владельца видеорегистратора. Мужчина продолжал движение по трассе, пока не проехал мимо грузовика, выполнявшего дорожные работы. Что такое битумный дождь, узнали десятки автомобилистов на трассе Екатеринбург-Челябинск. Вещество попало на лобовое стекло машин, из-за чего их водители попросту не могли продолжить движение. Загладить вину пришлось представителю компании. Он заплатил пострадавшим по 2000 рублей за мойку автомобиля. Состояние этого молодого человека было таким, что он даже не понимал, что делает. Находясь в магазине, нетрезвый покупатель несколько раз попытался пробить доллар вместо карточки. А когда не получилось, попросил помощи продавца. После непродолжительного диалога мужчина ушел попытать счастье в другой магазин, так и не поняв, в чем же дело. Эта макака явно не из робкого десятка. Увидев камеру у туриста, маленькая обезьяна попыталась ее похитить. Примат делал все, чтобы завладеть техникой, но эти попытки оказались тщетными. Потерпев неудачу, животное потеряло интерес к людям.
Настоящие страусиные бега увидели жители Китая на оживленной автомагистрали. 5 крупных птиц организовали веселый побег из курятника. На пути к свободе они вносили сумятицу на дорогах и устраивали гонки с автомобилистами. Пробежав около 50 километров, страусы были схвачены полицией. Для этого стражам правопорядка даже пришлось перекрывать все движение. Лейсан Сабирова, «Вызов 112». Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.